Супер гламурный весь вечер, да? Да, мы тут немножко чилим, потому что основы безопасности, основы работы со снаряжением — это прерогатива участников, конечно же. Мы с Русланом будем обделены этой честью, мы будем со стороны наблюдать. Хотя, кто знает, может быть, когда-нибудь в прошлом сезоне, например, Руслан проходил веревочную переправу. В этом сезоне ты пройдешь. Да, если мне разрешат, может быть, я вертикальный. Спуск, да, отличный план. Вот, поэтому у нас сейчас есть возможность немножко отдохнуть, подумать, как это все будет завтра выглядеть. Ну, я думаю, завтрашний утренний брифинг покажет, расставит все на свои места. Мы проснемся уже со свежей головой. И завтра у нас будет самый насыщенный день из этих всех дней, потому что это будет, ну, собственно, день испытаний. Всем доброе утро из простора Филанки. Я, как автор, руководитель проекта, должен заняться одним очень важным делом. И прямо сейчас мы этим делом и займемся. Я поручаю вам очень ответственное задание. Вчера я поручил приготовить флагшток, да? Вот за приготовленный флагшток к прибытию наших, скажем так, партнеров. Вот этот флаг вот этот, давайте мы его друзим, прикрепим к флагштоку и где-нибудь тут привяжем чем-нибудь, подручными средствами. Все пошли охлаждаться, потому что с утра вообще нещадно припекает. Это Иланка. 21 июля 2025 года. Каша получилась замечательная. В походных условиях варить кашу это достаточно сложно, потому что одно дело, когда вы ее варите в мультиварке дома или на плите, где регулировка огня достаточно тонкая, настройка пламени. А костер-то не порегулируешь. Костер, да, и можно только с расстоянием отодвигания котла. И в целом есть шанс, что она либо пригорит, либо не доварится. Вот сейчас мы попробуем. На мой взгляд, получилось неплохо. Друзья, здесь есть кондиционер. Кондиционер. Все, дальнейшие слова — это лишь пустое сотрясание воздуха. Это Руслан Ачиров, ведущий программы «Испытан на себе» телеканала Якутия-24. Вот он ходит, розовую свою лодку тягает. Итак, у нас примечательное событие. У нас сбор всех участников соревновательного этапа телеконкурса «Турслет всей семьей». Приехали наши дорогие гости. Ну как гости? Участники? Участники. О, застряла. Здравствуйте. в белых одеждах Кристина Соловьева. Да я там спустилась вообще туда, где мне сказали не спускаться. С очень вкусным завтраком я прежде всего поздравляю, который наш ведущий Евгений замечательным образом опять же приготовил. Все съели, подкрепились, потому что сил сегодняшний день потребует очень больших. Очень больших. Нам предстоит сегодня выполнить большую часть конкурсной программы. Я рад приветствовать семьи участников телевизионного конкурса «Турслет всей семьей». Уже становится доброй традицией на красотах Иланки проводить соревнования спортивных, сплоченных, дружных семейных команд, которые будут преодолевать различные испытания, подготовленные нашими инструкторами. И в ходе выполнения вот этих испытаний, преодоления этих испытаний, показывать свою сплоченность, дружность, ну и свои умения, навыки. Этап работы с веревками. Вы, конечно, это будете все делать сами. Там будет судейская страховка. У нас будет Александр Ильич и Евгений. Они нам будут помогать. Вот.
При обнаружении каких-то либо опасностей мы просто говорим «стоп». Это означает, что вы мгновенно останавливаетесь, и все. Никто ничего не делает, не продолжает делать, просто останавливаетесь там, где... Да, потом мы объясним ситуацию, что случилось и как это исправить. Понятно, да? То есть никто вас не будет на ошибочно сделанных каких-то, неправильно сделанных каких-то системах что-то выполнять. Поэтому особо не беспокойтесь. Главное, чтобы вы понимали, что мы отвечаем за вашу безопасность, соответственно, будем следить и жестко ограничивать вас. Теперь дальше. По спуску, там как раз будет у нас спуск и подъем по скалам. Там самое главное, чтобы вы не сбрасывали камни на себя веревкой или на других своими ногами. Если там внизу будут страховщики. У нас, конечно, будет страховка, но это не значит, что можно делать все, что угодно на скале. Будьте аккуратны, тихие, осторожны. Тихо пришел на мягких лапках и ушел спокойно. Вот это будет отлично. Каски, как только мы войдем в скальную зону, то есть вот пойдем в лес и так далее, уже одевать каски желательно, да, сразу. Вообще бы я хотел, чтобы вы сейчас уже одели и шли так, потому что когда что-то болтает, оно всегда нарушает равновесие. А мы будем идти по разным таким местам непонятным, поэтому лучше одеть каски. Ну вот, и у каждого будет веревки и все остальное. По веревкам вы должны взять перчатки, да, чтобы там веревка проскользнет, чтобы ожога не получить и так далее. Веревку наматывать на руку себе нельзя, когда натягиваете, может пережать кисть, пальцы и так далее. Вот эти нюансы мы сразу за вами будем следить, смотреть. Самое главное, чтобы вы к обрывам не подходили ближе 2 метров. Почему 2 метра? Это рост человека падает, даже в этом случае он не дойдет до края обрыва. Поэтому ближе 2 метров не подходить, если вы не застрахованы. Понятно, да? Особенно это касается детей. Любопытно же будет. Можете что-то забыть, упустить, а взрослые уже поняли, да? На короткий одел его, и все. На поводок, да? Вот. Ну и питьевой режим. Много не пить при нагрузке, то есть при ходьбе лучше не пить. У вас будет потоотделение сильное. Это вызывает сильную усталость. Ну, соответствующими различными последствиями, у кого какие заболевания есть. Поэтому, когда придем, посели, где этап проводим, немножко отошли, остыли, потом можно попить. Немного, глоток 2. Проверяй. Аптечка. Что? Как будто резиновый, да? Палочка мне сейчас нужна. Вот, она уже цепляет, и вы можете потерять равновесие. Поэтому ничего не должно болтаться. Все должно быть под контролем. Всем привет, друзья! Сегодня у нас первый день соревнований, уже турслет начался уже официально, да, и сегодня у нас 2 замечательные семьи. Мы ведущие Руслан Ачиров, Евгений Никифоров. Традиционно будем радовать вас самыми яркими картинками, самыми экстремальными кадрами и замечательными впечатлениями. Сейчас за нашими спинами идет проверка рюкзаков, проверка снаряжения, которое необходимо каждой семье, чтобы пройти все этапы этого конкурса. Был короткий брифинг, сейчас семьи начинают активно готовиться, и мы выдвинемся в путь. Путь предстоит не близкий, примерно 3 километра по лесу, по скальнику. Вы видите, даже нам выдали каски, то есть дорога предстоит достаточно опасная. У нас с собой какой-то базовый комплект выживальщика. Это бутылочки с водой, ножи, сухой паек. Это все поможет нам провести день на открытом воздухе в условиях, приближенных к диким. По пути нас ждут этапы, то есть все практически соревнования, все, ну так сказать, испытания мы попробуем пройти сегодня, кроме вечерних. И я думаю, что будет очень интересно, очень захватывающе, почти как в первом сезоне. Если вы не видели первый сезон, находите это в сети, в наших социальных сетях, смотрите, завидуйте участникам, и кто знает, может быть, именно в 3-м сезоне
сезоне вы будете участвовать в этом замечательном испытании. Сегодня очень жарко, сегодня прямо вот летний день, но нет дыма, нет мошкары. Вот Руслан подтвердит, что в прошлом году было достаточно серьезным испытанием преодоления мошкарного ада. И мы отправляемся в дорогу. Смотрите нас. Вот мы видим, как нас догоняет вторая команда, семья Филипповых. Сборы дело серьезное, сборы дело непростое, поэтому где-то что-то нужно учесть, обязательно взять с собой все необходимые принадлежности, снаряжение. И, в принципе, я думаю, что сейчас они с вот таким быстрым бегом нас догонят, и мы все вместе перейдем уже непосредственно на тяжелейшую трассу, ведущую к первому этапу. Думаю, да. У нас сейчас здесь происходит мастер-класс по изготовлению луков в полевых условиях, по крайней мере, заготовок для лука. Мы уже видим, что команды просто делают бронебойные луки для осады каких-то крепостей или для массового поражения, но, уверяю вас, все будет безопасно, все будет в высшей степени безвредно, потому что мы всегда за безопасность, и даже такие страшные орудия убийства и охоты, как луки, у нас будут безопасные. Мы затупим кончики стрел, чтобы, если что, были слышны только скрики «Ай, ай, ай, ай!». Скажи что-нибудь. Ну, слишком медленно идите, мне надо вперед. Так, следующий тест у нас ориентирование в лесу. Вообще ориентирование, да. Но так как мы находимся в лесной зоне, то будут вопросы именно касательно именно этой зоны. Вот и все. Пожалуйста, команды, немножко друг от друга отойдите, так, чтобы не было такого, чтобы кто-то послушал ответы чужие и так далее. Такого, чтобы не было. Понятно, да? Рюкзак базируется здесь? Да, базируйте здесь. Филиппова, отойдите, потом вас вызовем. Или к вам подойдем. Ответы должны быть максимально четкими, подробными, конкретными. Вот и все. Так, у нас очень простой вопрос. Как ориентироваться в лесу? По сторонам света, это первое. Второе, по признаки близости жилья. Вот. Это вот два основных момента. То есть стороны света в лесу и близость жилья в лесу. Все. Можете посоветоваться, обсудить или сразу ответить. Сторонам света, то бишь муравейник, на южную сторону он пологий, на северную, на темную он более отвесистый. Мох тоже с севера, потому что сторона темная, не выгорает, не высыхает. Мох держится на северной. Так. Ну, по восходу солнца, наверное. Ну, солнце. Ты пока и идешь, солнце тоже идет. Нет, на восходе оно встает на На востоке. Ну, это для средней, там, к экватору, грубо говоря. А у нас оно где садится, там и встает. Ну, сейчас. Так что это не совсем такой ориентир. Или где-то на осень. У нас только в определенные даты, да. месяцы. Точно. Точно на восходе, да. На востоке. Не знаю.
Все пока, да? Да, наверное, все. Близость жилья. Так, теперь близость жилья. Как определить? Каковы признаки близости жилья? Дым, Населенного пункта вообще там. Ну, шум, дымом пахнет. Ну, это если где-то какой-то избы там, ну, вот, дым в лесу чувствуется очень хорошо по запаху. Шум от населенного пункта, машины, всякие двигателя, вот такого плана. ну, возможно, звуки, что скот может быть. Как бы, может быть, Скот, пастбища да, могут быть. могут быть пастбища какие-то, ну, то есть коровы, лошади, они могут быть вблизи населенного пункта. Они же не только во дворах пасутся. И недалеко уходят. Вот. Что еще? Если в ночное время над населенным пунктом зарево, всегда, ну, такая шапка световая. Ну да, да и просто свет, наверное. Где-то могут быть фонари, Ну и- видны И мусор костры. Да, близость мусора. чаще, да. Как Чем это? ближе, тем мусор плотнее. Еще раз напоминаю, у нас признаки в лесу. В лесу, ну. Самое главное. Оставленные кострища. Ну, это тоже может быть как вылазка, выезд. Ну что, ответ закончен или еще что-то есть? Да, сказать? Наверное, закончим. Наверное, закончено. Просто намекну, вы стоите на одной из главных признаков Да, близости жилья. Тропа. И тропинки. Тропинки обычно как? Если, например, я иду, и у меня тропинка вот туда уходит. Это означает, в принципе, что я ухожу от жилой зоны. Если я иду так и вижу, что тропинка вот так идет, я понимаю, что я подхожу ближе. Да. То есть, если тропы сходятся, это означает, по общему направлению схода можно определить примерно положение населенного пункта. Если она начинает ходить веером, расходится, это уже удаляешься. Это один из основных признаков по тропе. Ну и наличие отсутствие на тропе веток выше груди. Звериные тропы, они идут вот так, поэтому у них веток здесь нету. Человек идет, бьется в ветку, вот так идет. Это звериная тропа. То есть вы идете, можете идти, либо выйти к водопою, либо к какому-то звериному сообществу, которое вас ждут, обед идет. Да? Вот. А человеческое жилье – это когда уже ветки исчезают, и вы по этой тропе спокойно идете. Это человеческая тропа. То, что насчет пастбища, вы хорошо это вы сказали, но не пастбище главное. Якутия как такое выделенное пастбище, где бродят стадами, сотнями голов, у нас такого нету. У нас возле деревень там 1, 2, 3 коровы. Они не оставляют такого большого следа, как пастбище, но их следы и, самое главное, экскременты показывают, чем больше экскрементов появляется, тем ближе к селу. Да, мы это уже замечаем. Теперь дальше, тоже шерсть и так далее, вот, рыжая, белая, такая шерсть, да, черная очень шерсть. Это уже показатель того, что это животное. Или кыл, это длинные волосы лошадиной гривы, с хвоста и так далее. Вот они уже показали того, что здесь есть домашние животные. Вот. Теперь дальше, по муравейнику, по веткам вы не сказали, но хочу обратить ваше внимание там. Сейчас юг у нас в той стороне. Нам говорили так, что ветка всегда гуще и тянется в южную сторону. Посмотрите вот на это дерево. Оно тянется не где солнце, а где свет. То есть просторно открытое место. Она вот сейчас, если бы мы смотрели, мы бы сейчас считали, что юг находится вон там, по этому дереву. Поэтому по веткам деревьев осматривать только в том случае, если он стоит на открытой поляне, свободно, не в тени. В этом случае, да, можно увидеть. То же самое и по толщине коры, которые мы говорят, что с северной стороны кора толще и так далее, грубее, темнее. Вот. Это то же самое показатель, только в том случае, если дерево стоит на открытой местности. Но в целом, в общих чертах я скажу так, что указано на главном признаке это только одно – наличие животных. То есть, чем ближе к населенному пункту, тем больше вероятность встречи следов деятельности домашнего скота. Все.
Вот это только один признак я воспринимаю, а остальные, как бы, и как я уже объяснил, они спорные. На самом деле, да, потому что вот такие моменты, если они всегда сидят в памяти и когда понадобились всплывают, они могут спасти вам жизнь просто-напросто. Да, действительно, мы находимся в таком регионе, где лес, тайга совсем рядом, буквально в 2 шагах. Так что вот эти моменты, они очень важны, и у нас есть возможность наравне с семьями их выслушать, понять, запомнить и потом где-то применить. Сейчас у нас к испытанию по ориентированию, по теоретическому ориентированию приходит 2-я семья. Посмотрим, какие же ответы будут у них. Два основных признака. Первый – это сторону света, как определить. И второе – как определить близость жилья населенного пункта в лесу. Пожалуйста, можете обсудить, можете сразу отвечать. И дорога, если так вниз спускается, то значит в том направлении, когда дорога спускается наоборот. Ну, я думаю, что определить направление это мы можем по муравейнику. Они располагают по конус. Конус должен располагаться по самой пологой сторону от солнца, где больше света попадает. То есть выяснить только один признак. И по дереву. Дерево. Есть светлая сторона дерева и темная сторона дерева. По нему тоже определяем. По солнцу? Нет, север-юг спрашивают еще какие Ну, солнце восходит с востока. Теперь признаки близости жилья населенного пункта. Ну, это наличие дороги. По звукам, по запахам. По звукам, по запахам. Дым, наличие дыма. И Путь будет. Только там надо определить, дым от печки, он немножко другой, чем от пожара. Вот, поэтому, лесного. Поэтому... в ночное время суток по наличию света можно определить. Точнее по говоря, лампочкам. зарево Да. над населенным Да. пунктом от отражения. Да. Все? По сторонам света муравейник. Муравьи строят там, где делают полон, там, где быстрее тает снег. То есть это не обязательно может быть южная сторона, это может быть отраженный от, например, снежного склона оврага свет. Вот, например, вот смотрите, вот дерево, вот оно растет. Длинные густые ветви идут в ту сторону. Нам всегда говорили, что это в сторону юга. У нас получается юг там, север там, а вон там запад за рекой. Но это же нереально. Далеко у нас восток. Идеальным показателем он будет только, когда вот будет большая поляна, и там посередине растет одно дерево. Самое главное, хороший показатель у нас солнце. В час дня солнце всегда бывает на юге. Вот, теперь по признаки близости жилья. Вы правильно сказали, дороги, но не учли одного. У населенных пунктов дорога может быть только одна, приезжающая к нему или выезжающая от него. А вот тропинки бывают всегда вокруг. И вот по признаку того, как они сходятся, если, например, тропа идет вот так, и вот они создают такой острый угол в направлении вашего движения, это больше признак того, что мы приближаемся к жилью. Ну, а остальные вот эти зарево, да, это хороший показатель, но только если это большой населенный пункт. А если это просто село, там, какой-то маленький и так далее, то мы просто не увидим этого зарева. Собаки, да, животные, да. Чем больше следов деятельности вот этого крупнорогатого скота, там, лошадей и так далее, ну, это помет их, да, там и так далее, это вот это уже навоз, это уже один из основных показателей близости жилья. Вот мы уже 2 часа идем по лесам, по полям, неизвестно, куда мы идем. Петр Семенович рассказал нам основные признаки ориентирования в лесу, но здесь тихо, слышно только стрекотание кузнечиков, бряцание карабинов. О, сигнал, ребята, команда стой, а это значит, что пришло время очередного испытания. Смотрим. Ну что ж, друзья, у нас очередной привал, и знаете по какой причине? Привал по причине того, что у нас есть мнимый пострадавший. Сейчас начнется одно из самых зрелищных, интересных и силовых испытаний. Это транспортировка пострадавшего на самодельных носилках. Каждая команда должна будет сделать из подручного материала что-то вроде волокуш, что-то вроде носилок и транспортировать одного из членов команды
ну, вероятно, самого легкого на определенное расстояние. Сейчас мы углубимся в лес, чтобы была возможность найти жерди для этих носилок. И этот неожиданный сюрприз объявим, расскажем всем участникам испытаний. Ну что ж, друзья, рады приветствовать вас на очередном из чекпоинтов испытания «Турслет всей семьей». И сейчас нас ждет поистине непростое испытание. Мало того, что оно командное, оно еще и достаточно силовое, сложное в физическом плане. Ну и, можно сказать, оно неожиданное, потому что режиссеры, создатели этого цикла передач придумывают всякие разные изощренные испытания, и одно из них будет прямо сейчас. В чем его суть? Допустим, в лесу произошел несчастный случай, не дай бог, конечно, но тем не менее такое вполне возможно. Произошел... Потому что мы видели... Да, действительно, можно споткнуться о провод, можно... Ударило током. Это в худшем варианте, там уже ничем не помочь. Но если человек повредил, допустим, конечность, ногу, голень, то есть возможность его транспортировать. И для того, чтобы его перевести в безопасное место из опасного, нам нужно что, Дмитрий? Носилки.